Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие друзья. Если вам скажут, что есть такая ночь, проведя в благости которую вы получите вознаграждение за 83 года и даже больше, устремитесь ли вы воспользоваться этой возможностью? Я думаю, да. Каждый из нас устремится воспользоваться этим великим подарком. Так вот, эта ночь существует. Ночь могущества. Как многие говорят, ночь предопределения. Эта ночь отличается тем, что Всевышний ее заполнил огромным количеством благости. Но точно, когда эта ночь будет, знает только Всевышний, Аллах Тааля, но у него есть признаки. Так вот, сегодня я хочу с вами поделиться признаками ночи могущества. Что такое признаки? Скажем так, вы сидите в комнате, и кто-то на кухне готовит еду. Вы еще не выходили, и точно не знаете, готовят, не готовят, но запахи, которые идут из кухни, они вам сигнализируют о том, что не просто готовится еда, а готовится что-то вкусненькое. То же самое, у ночи предопределения есть свои признаки великие и поменьше. В эту ночь будет умиротворенная погода. Что означает? То есть она не будет слишком жаркая или слишком прохладная, согласно этому времени года, в которое попадает ночь могущества. Эта ночь будет ясной. И в хадисах описывается от Абу Хурайра, ради Аллаху анху, о том, что в эту ночь луна особо светится. То есть ее свет луны, он особо выделяется. Возможно, в городе мы этого и не заметим, но когда человек находится отдали от больших источников света, он может заметить особое свечение звезд, особое свечение луны. Так вот, в эту ночь не будет вихрей, в эту ночь не будет сильных ветров. Эта ночь будет особо благостной. Будет тишина, будет спокойствие и умиротворение. Также описывается, что в эту ночь не будет громкого лая собак. Эта ночь будет особенной. Также пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорит, чтобы мы, мусульмане, верующие, те, кто хочет получить эту великую награду, искали эту ночь среди последних 10 дней месяца Рамазан. Также в другом хадисе описывается, что этот день, он нечетный день. Но самым главным признаком ночи могущества – это восход солнца. Восход солнца будет очень благостным, теплым, приятным, и лучи солнца не будут вас ослеплять. Будет с приятной краснотой. Описывается, что в эту ночь будет столько ангелов, и они заполнят все пространство. И из-за присутствия ангелов на земле, большого присутствия, большого количества этих ангелов, солнечный свет из-за их крыльев, из-за их нура, он не будет таким ослепляющим. И это главный признак. Но этот признак приходит после окончания ночи могущества. Поэтому, дорогие друзья, заранее подготовьтесь, заранее уделите внимание каждой ночи месяца Рамазан. Запланируйте себе каждый вечер, начиная от захода солнца, заканчивая восходом солнца, каждую ночь постарайтесь выделить своими благодеяниями, молитвами и этим самым получить несметные блага, получить вознаграждение, подобно тому, если бы вы молились на протяжении 83 лет и 4 месяцев. Пусть Аллах Тааля сделает эту ночь благостной, полноценной благости и полной молитв и радости. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.